Наш эфир продолжит брифинг по вопросам контрактной службы. Предлагаем послушать. В настоящее время отмечается увеличение численности желающих поступить на военную службу по контракту. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года число обращающих граждан увеличилось примерно в 10 раз. Это показывает высокий уровень патриотизма наших граждан. При решении пункта отбора мы уточняем у гражданина, куда он хочет поступить на военную службу по контракту, в какой должности он себя видит. После мы уточняем наличие у него военно-учетной специальности и уровень образования. Должность мы подбираем, исходя из наличия военно-учетной специальности и имеющегося у гражданина образования. В настоящее время граждане, которые поступают на военную службу по контракту Вооруженные силы Российской Федерации, имеют социальные льготы и гарантии. Основные из них – возможность приобретения жилья за счет Министерства обороны Российской Федерации через накопительную ипотечную систему, бесплатное обследование и лечение, страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета, предоставление служебного жилья или компенсация за найм жилого помещения, а также высокооплачиваемый и стабильный заработок. При участии в специальной военной операции военнослужащий получает статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы и гарантии. Помимо социальных льгот и гарантий, при заключении контракта на срок от года и более военнослужащему выплачивается единовременная денежная выплата по указу президента в размере 400 тысяч рублей, а также выплата от правительства Республики Саха-Якутия в размере 450 тысяч рублей для граждан, проживающих на территории Республики Саха-Якутия. В заключение от лица пункта отбора и от себя лично хочу поздравить всех с Днем воздушно-десантных войск. Желаю крепкого здоровья и мирного неба над головой. Далее поговорим о самых заметных событиях к этому часу. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о темах. Угрозы объектам экономики нет. За сутки в республике ликвидировали 15 пожаров. Соединение будет везде. Ученые из Петербурга испытали новый передатчик, который поможет обеспечивать связь на хорошем уровне в арктических регионах. Праздник голубых беретов. 2 августа отмечается День воздушно-десантных войск. На территории Нюрбинского района сейчас действуют 2 лесных пожара. Это лесной пожар в местности Атеяк Нюрбачанского наслега, где расстояние от села Нюрбачан составляет 27 километров. Второй пожар разгорелся в Мегежекском наслеге на местности Уолбут. Его площадь составляет 15 гектаров. Вид пожара низовой, устойчивый. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. В данное время по 2 лесным пожарам работает более 50 человек и 7 единиц техники. Также задействован большой экскаватор. Мы ждем локализации и ликвидации в ближайшее время. Общероссийская акция «Мы вместе» ведет свою работу по 2 направлениям: поддержка мобилизованных из республики и помощь семьям участников СВО. Общественное движение занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи в опорные пункты в местах проведения спецоперации. Волонтеры изготавливают маскировочные сети, обмундирование и прочее. На данный момент штабом было направлено 100 тонн гумпомощи. Сегодня общественным движением в зону проведения СВО отправлено еще 500 килограмм гуманитарной помощи военнослужащим. Второе направление – это помощь семьям участникам СВО. Получается, по всей республике, повсеместно сейчас ведется работа по оказанию содействия семьям. Также общественное движение «Якутия с тобой» на данный момент реализует мастер-классы по республике. Они объездили на данный момент уже все центральные районы, а также некоторые отдаленные районы нашей республики. Получается, наши волонтеры показывают, как делать маскировочные сети, обмундирование и как собирать и отправлять гуманитарный груз. В Амгинском Улусе прошло совещание по вопросам кормозаготовки. На повестке дня обсуждались вопросы хода заготовки кормов и подготовки к уборке урожая сельскохозяйственных культур.
План посева зерновых культур по республике составляет 11 тысяч гектаров, из них большую часть, 3550 гектаров, ежегодно высеивает Амгинский улус. Помимо этого, в этом году амгинцы посеяли 1500 гектаров кормовых культур. В этом году из-за отсутствия дождей сложилась сложная ситуация по сенокосу. План заготовки сена составляет почти 29 тысяч тонн, из них по прогнозам планируют выполнить 75%. Помимо этого, Амгинский улус в этом году посеял 1500 гектаров кормовых культур. План заготовки сена в этом году составляет 28 915 тонн. Из них Амгинский улус планирует в этом году заготовить 75%, это по прогнозным данным. Помимо этого, в Амгинском улусе организовано 35 мобильных бригад. Кроме этого, от прошлого года остались остатки сена, поэтому Амгинский улус в этом году запланирует заготовку сена с остатками сена получить, и плюс еще остатки сена 90%. В Алекминском районе, как и по всей республике, прошла жеребьевка по распределению разрешений на добычу охотничьих ресурсов. В жеребьевке разыграли около 30 квот на добычу лося и благородного оленя. Уже на протяжении 3 лет каждый желающий охотник имеет право подать заявление на участие в жеребьевке и стать обладателем разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Получается, кворум получился, все охотники пришли, участвующие лица у нас тоже также все участие приняли. Сейчас заполняется протокол, мы составим, и выигравших именно разрешение на добычу копытных животных будет сообщено уже дополнительно. Управлением Роспотребнадзора по Якутии с 2022 года отмечается рост количества обращений граждан на засилье грызунов в столице республики. Следствием увеличения популяции стало уменьшение количества естественных врагов грызунов. Излюбленными местами их обитания являются контейнерные площадки, территория под многоквартирными домами, а также придворовые территории. Наличие грызунов может стать проблемой для здоровья, ведь они являются переносчиками кишечных, вирусных и бактериальных заболеваний. При поступлении таких обращений мы отрабатываем с управляющими компаниями, с пунктами общественного питания и торговыми объектами, ну, что называется точечно, да. И хочется отметить, что тут необходим комплексный подход, ведь хозяйствующие субъекты, эксплуатанты и владельцы контейнерных площадок, полигонов твердокоммунальных отходов, пляжей, парков должны при наличии грызунов проводить дератизационные мероприятия, которые направлены на профилактику инфекционных и паразитарных заболеваний. В селе Маай Мегино-Кангаласского улуса ремонтируют дорогу Амга по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». На данный момент завершена подготовка основания дорожной одежды. В настоящее время дорожники приступают к устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Эти работы планируют до конца августа, а весь ремонт завершат в сентябре. Заняты в работах порядка 150 человек и 50 единиц дорожно-строительной техники. Щебеночное производство, асфальтобетонный завод, подготовительный комплекс и непосредственно это звено, которое будет работать непосредственно на дороге. Планируется участок сдать с высоким качеством, то есть он будет отвечать всем требованиям СНИПа, ГОСТа. То есть так же, как в прошлом году, смежный участок мы выполняли. Это километр 19. То есть дорога была сдана на 2 месяца раньше срока, с высоким качеством, с коэффициентом ровности единицы. Первый пилотный проект массового автономного газообеспечения заработает в Сотинском наследии Устья-Алданского улуса. По трехстороннему финансированию приобрели оборудование газгольдера для подключения 20 частных домов. Из республиканского бюджета выделили 4 миллиона рублей. Такая же сумма направлена администрацией наслега. А сами жильцы добавят 200 тысяч рублей на конкурсной основе. На данный момент работники подготовили емкости для пропана, затем займутся монтажом газовых котлов и подключат их к емкостям. Срок службы, в принципе, очень большой, в зависимости тоже от грунтовых условий. А так, производитель газгольдеров дает, по-моему, около 20 лет гарантии. Ну, остальное оборудование, оно
как бы тоже имеет срок годности, тоже газовый котел, около 10 лет, наверное, будет срок службы. Ну, в принципе, недолго. Чуть меньше месяца остается до начала учебного года. К этому событию школы Якутска уже готовятся. Например, в школе номер 16 в первый класс пойдут более 100 мальчиков и девочек, а в целом начнут учебный год около 1200 учащихся. Сейчас в школе красят стены, комплектуют 42 класса, приобретены новые учебники, реконструировали кабинет психолога. Самым волнующим и проблемным вопросом была протекающая крыша. С потолка вода текла прямо в спортзал, что помешало проведению уроков физкультуры. Управление образования столицы направила 1 миллион 200 тысяч рублей на ремонт крыши. Ученые из Петербурга в рамках экспедиции в Якутии испытали новый прибор связи, который поможет обеспечивать ее на хорошем уровне в арктических регионах. Тестирование приема передатчика Алиса-С прошло в самом северном поселке республики Тикси. Основными особенностями данной разработки являются его простота и мощность. Эффективная дальность действия сети 16 километров. Прием-передатчик можно использовать автономно. Заряда хватает на 2 дня работы. В дальнейшем, после испытаний и доработки, комплект приборов планируется передать в Тикси для обеспечения связью социально значимых объектов. В конце прошлого года была утверждена стратегия развития отрасли связи до 2035 года. И одной из задач, которая там ставится, это развертывание гибридной сети связи. Вот мы ее в рамках нашей экспедиции сумели развернуть, конечно же, в тестовом формате. Мы связали поселок городского типа Тикси, Санкт-Петербург, Самару, Смоленск, Архангельск. Таким образом, на практике показали, что на базе отечественного оборудования, в том числе разработанного в нашем университете, можно такую сеть разворачивать. 2 августа отмечается День воздушно-десантных войск. В этот день во всех городах России можно встретить мужчин разных возрастов в голубых беретах и тельняшках. В 2020 году якутские десантники решили, что их праздник – это отличный повод для того, чтобы делать добрые и полезные дела. После традиционного возложения цветов к памятнику воинам-интернационалистам десантники почтили память погибших товарищей. Также в этот день они развозили подарки семьям своих погибших товарищей, а под вечер отправились в детский лагерь «Берегиня», куда привезли сладкие подарки и краску для ремонта. В эти моменты стали уже мысли появляться, что пора бы уже что-то отдельное делать. Вот, и потихоньку начинали. То есть изначально там приходили же и в мэрию, и в правительство, там направляли, говорили, где помощь нужна. Вот, потихоньку двигались, и сейчас уже, да, уже более организованно все происходит. Это уже как традиция. Мы, и в другие праздники стараемся, не обязательно 2 августа. Мы вот к детям в семьи ездили, на Новый год подарки отвозили. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших эфирах.